Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вы смотрите программу «Задай вопрос министру». Наш проект, который длился более 3 месяцев, подходит к концу. Каждую неделю с нами делились информацией главы различных министерств республики, и мы благодарны им за это. Сегодня мы завершаем наш проект. В последней передаче «Задай вопрос министру» примет участие глава правительства Республики Абхазия Артур Миквабия. Артур Артемович Миквабия родился 2 мая 1949 года в городе Сухум. В 1966 году окончил 10-ю Сухумскую среднюю школу. Прошел службу в рядах вооруженных сил СССР. В 1978 году окончил Всесоюзный институт пищевой промышленности. Затем уже в 1986 году окончил высшую партийную школу ЦК КПСС. Работал инструктором, заместителем заведующего экономическим отделом обкома партии Абхазской АССР, а затем вторым секретарем Сухумского горкома партии. С 2005 по 2006 годы советник президента Республики Абхазия Сергея Багарта. Примерно через год возглавил комитет по реформам и структурным преобразованиям администрации президента Республики Абхазия. С 2007 по 2012 годы член Совета директоров МК «Атолл», являлся депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия с 2012 по 2015 годы. С марта 2015 года премьер-министр Республики Абхазия. Женат, отец 2 сыновей. Артур Артемович, добрый вечер. Очень рады приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, дорогие соотечественники. Я хотел бы сразу сказать несколько слов, поблагодарить телевидение, которое создало вот эту замечательную передачу, где побывали все члены правительства, включая не только министра, но и вице-премьеров. Я думаю, что это полезно было как для них, и так тех, кто их смотрел. Спасибо. И первый вопрос, конечно, вопрос тот, который сейчас наиболее актуален. Артур Артемович, прокомментируйте, пожалуйста, ваш конфликт с руководителем РУП «Абхазчай». Ну, на самом деле у меня вы сразу как бы быка за рога берете. У меня на самом деле нет никакого конфликта. Но как раз так поставлен вопрос, конечно, меня сейчас многие смотрят. Я хочу однозначно сказать. Я никогда не брал, не беру и брать не буду. Думаю, в дальнейшем, уверен, что не буду брать в дальнейшем взятки в любых формах, долевых участиях, в деньгах и так далее. Это мое жизненное кредо. Я никогда этого не делал и не буду делать. Как это обстоит, эти дела, на самом деле возбуждено было прокуратурой уголовное дело. Оно, думаю, что завершено, и дело будет передано в суд. Я думаю, что господин, который меня оклеветал, наверное, имеет какие-то свою мотивацию, и это прежде всего было связано с тем, что мы будем проверять все РУПы, на мой взгляд, в том числе Абхазчай. А чем это ему бы грозило бы? Ну, видите ли, там потрачено достаточно много денег, а на самом деле чайной промышленности как не было, так ее и нет. А потрачено там всего 140 миллионов. Ну, 100 миллионов это российская помощь, а 40 миллионов это, он сказал, я не проверял эти все цифры. Ну, их мы хотели бы посмотреть, как обстоят дела. У нас на самом деле более 100 РУПов. Это республиканские унитарные предприятия, которые действуют. К сожалению, на наш взгляд, это было сделано до того, как все эти заявления были сделаны господином, который мне высказал не то, что нелестно, он меня оскорбил. Мы посмотрели и имеем в смысле понимание, что эти РУПы далеко не все работают эффективно.
Уважаемый премьер-министр Артур Артемович, давайте продолжим наш разговор. Говорили о РУПах. Кстати, Черноморэнерго, что вы можете сказать об этом, об этой структуре и почему действительно так часто выключают свет у нас в городе, хотя пока еще далеко не зима? На самом деле, я хочу извиниться перед всеми телезрителями тоже. Я возглавляю правительство, которое за это тоже несет ответственность. Главная причина состояния нашей энергетики далеко от хорошего и отличного, или даже хорошего, а у нас был достаточно напряженный летний период, когда практически вся наша энергосистема несла большие нагрузки. На самом деле, зимой мы должны обязательно принять действенные меры, чтобы все вот эти необходимые работы были проведены, и люди наши могли так, чтобы не было, кому-то было холодно или не было света. Я обещаю, что мы этим делом, мы сейчас уже занялись, и думаю, что мы дойдем до того, что... Вы затронули тему туристического сезона, говорили о том, что вот были такие перегрузки, в том числе и с электричеством. Подведите, пожалуйста, предварительные итоги этого сезона и скажите, возможно ли сделать показатели туристического сезона 2016 уже более успешными? На самом деле мы по всем статистическим данным у нас пересекли границу в обе стороны больше, чем 5 миллионов человек в этом году. Хочу сказать, что это послевоенный период наш впервые такое большое количество. Сразу же хочу поблагодарить Министерство транспорта Российской Федерации в лице господина Соколова, министра, и всех, кто занимался этой проблематикой, с нашей стороны занималось наше правительство. Мы думаем, что обеспечили, в смысле, более комфортное прохождение границы, чем это было раньше. При этом, я сказал, мы намного увеличилось. Да? На самом деле, 25 тысяч у нас производственная мощность нашего терминала. А переходило у нас в конце, в июле и в августе более 60 тысяч человек. Что было конкретно сделано? Все кабины, которые были, они были задействованы. Опять же, это с российской стороны. Мы со своей стороны тоже никакие заторы не устраивали. Еще была задействована электричка, которая тоже нам помогла в переводе. Что мы хотим на будущий год сделать? Это прежде всего продолжить нашу работу. Там есть необходимость проведения некоторых работ, чтобы можно было, когда перейдешь на нашу сторону, чтобы можно было проходить к транспорту, и в том числе легковому транспорту или там общественному транспорту, более в комфортных условиях. Эту проблему мы тоже, думаю, что решим. И, конечно же, постараемся, чтобы был задействован и морской путь перевозок, имеется в виду отдыхающих к нам в республику. Нас радует, что к нам много отдыхающих пришли. И главное, что мы определили, что мы способны, в смысле, принимать такое большое количество людей. И хочу вам сказать, что несмотря на такое большое увеличение, в смысле, чрезвычайных происшествий, связанных с нашим отдыхающим, не увеличилось в разы, хотя эта статистика, в смысле, смерть или там какие-то другие вещи с каждым человеком, это отдельный вопрос, и я как бы не пытаюсь сейчас это все нивелировать, наоборот, мы постараемся к будущему году, извлекая, в смысле, свои, понимая то, что происходило, конечно же, все это попытаться улучшить, и вот эти травмы, чтобы не было, тем более уменьшить количество таких несчастных случаев. Все-таки какое будет основное направление улучшения туристического сезона, допустим, в будущем году? Для того, чтобы о туризме вообще говорить, я как бы должен сделать небольшой экскурс. Я скажу, в чем проблема. Первое, что у нас не очень хорошо было организовано, это сбор налогов. То
То есть вот эти вот койко-места, о которых говорили предыдущие Да, министры. хочу добавить, что у нас около 40 тысяч койко-мест. Для сравнения хочу добавить, что в Сочи более 200. Какая в этой связи как бы выбрана стратегия? Та помощь, которая оказывается в 2015-2017 году, это содействие социально-экономическому развитию, очень много мероприятий по развитию инфраструктуры индустрии. Это дороги, очистные сооружения, водоснабжение. И если эти мы вопросы будем быстро решать, то обязательно, в смысле, инвесторы к нам придут. И не только внешние инвесторы, а вы знаете, что к нам приезжают и инвесторы внешние тоже. В частности, недавно был господин Миниханов. Там еще, который приехал со своей командой, пригласил бизнесменов. И мы эти проблемы как бы обсуждали и дальше будем обсуждать. И такие встречи у нас намечены еще достаточно, достаточно много. Думаю, что и наши обязательно идет накопление капитала, обязательно будут вкладывать деньги в это достаточно выгодный бизнес, потому что рентабельность туристических комплексов или там при туристической индустрии, она примерно 25%. Достаточно высокорентабельная в смысле индустрия. И мы надеемся, что вот таким способом можно развиваться. Более того, дальше я вам более расскажем. Спасибо. Отдельно. Спасибо. Пожалуйста. Артур Артемович, расскажите, что представляет собой сельскохозяйственная перепись, потому что, насколько нам известно, в некоторых селах что-то подобное уже происходит. Да. Сельскохозяйственная перепись обязательно нужна. Это как перепись населения. Для того, чтобы собрать данные в сельскохозяйственной отрасли. Сельскохозяйственная отрасль для нас это одна из самых ведущих, а сейчас она может выйти еще на более важный уровень развития. Это мы потом с вами коснемся. Нужна первичная информация. Да? Кто владеет информацией, тот владеет миром. И тогда мы будем выстраивать стратегию развития. Если к этой информации мы планируем и должны проводить, в смысле, кадастр и другие вещи, то мы прекрасно будем понимать, какой путь нам избрать для развития. Я знаю, что есть случаи, когда пугают, там что-то пришли, потом поголовят чуть ли не скота и будут налоги платить. Я думаю, что это зловредные слухи, не слушайте их, никто такие вещи не собирается делать. Спасибо. Вот в связи с, раз мы перешли на сельское хозяйство, в связи с этим такой вопрос. Прокомментируйте свое постановление о повышении с 1 сентября 2015 года ставки ввозной таможенной пошлины на орех. Это решение широко обсуждается, и есть различные мнения по этому поводу. Я хочу вам сказать, что это не собственное решение Кабинета министров, до этого были собрания депутатов, да, городских и районных, которые попросили принять такое решение. На самом деле, в прошлом году ставки, в смысле, достаточно были высокие, и там до 200 рублей поднималось. И, конечно же, в тех условиях, в которых мы сейчас конкретно работаем, и в тех условиях, в которых особенно наши районы находятся, нам не хватает средств для того, чтобы что такое налоги? Налоги – это когда государство перераспределяет деньги для того, чтобы решать свои проблемы. Здесь, конечно, возникает один важный вопрос, где мы несколько раз говорили, что на самом деле никто не увеличивает никакие ставки сельхозпроизводителя. Там у них земельный налог, и все остается как бы в условиях земельного налога. Если крестьянин начинает заниматься внешнеэкономической деятельностью, это другой вопрос. Но, как правило, крестьяне не занимаются внешнеэкономической деятельностью, занимаются различные другие структуры, люди. Хочу вам сказать, за долгие годы, когда не взимались никакой налог,
Там это все было пущено на самотек, никакие договора на самом деле не заключались, и это если компания какая-нибудь или, предположим, частный предприниматель, он никакой ответственности не нес перед тем же крестьянином. И на самом деле он находился как бы в закрытой зоне. А сколько он в конечном итоге зарабатывает? Если понятно, сколько он будет зарабатывать, там не крестьянин должен платить, а тот, который этой деятельностью занимается. Мы это все проанализировали, и сейчас на самом деле хотим выровнять всю эту работу с тем, чтобы кто занимается, они чтобы занимались, а на самом деле этим видом предпринимательской деятельности связано с внешнеэкономической деятельностью. Дело в том, что туда подвязываются разные люди, в том числе люди как бы если так мягко сказать, не соблюдающие все законы, более того, пользуются в смысле, обманывают крестьян и пытаются провозить, и иногда контрабандой. Мы с этим будем бороться и не допустим так, чтобы у нас вот это вернулось бы к первоначальному состоянию. Конечно, нам и деньги не мешают, в смысле, нашему государству. Там у нас есть школы, много социальных вопросов, которые надо решать. Часть этих денег, которые поступят в казну, будут перераспределены в каждый район. И все-таки в какой это будет форме конкретно выражаться? Как это вот вы сейчас, наверное, изучаете, делаете какие-то прогнозы, да? В какой это форме будут отдельно предприниматели, крестьяне, и отдельно те, которых называют посредниками? Я хочу вам сказать, что им придется регистрироваться, прежде чем начать эту деятельность, прийти, зарегистрироваться. Часть из них зарегистрировала, но часть, в смысле, не соблюдает никакие правила. А еще лучше, что мы хотим сделать и надо делать, вообще этими вопросами должны заниматься, на мой взгляд, частные компании, они более эффективны, чем государственные. Все эти заготовительные конторы, которые до этого существовали, показали свою неэффективность. И нам, конечно, там нужен перерабатывающий завод. Это предложение сделано нескольким нашим коммерческим структурам, они занимаются этим вопросом. Задача вообще состоит, чтобы ее вывозить, в смысле, тем потребителям, можно морем вывозить, можно сушей вывозить, тем потребителям, которые наиболее, в смысле, наиболее эффективно занимаются именно этой отраслью. В нашем регионе это Турция, которая на самом деле примерно 80% производит, от общего количества производит ореха фундука. Почему в прошлом году, в смысле, выросли резко цены? Там были заморозки. И цены, в смысле, у них были заморозки, и в этой связи потребность увеличилась, рыночная экономика, в смысле, туда пошел наш фундук. Но на самом деле, если мы сделаем завод, то будет значительно лучше. Спасибо. Раз мы немножко коснулись сферы предпринимательства, я хотела бы задать вопрос телезрителя. Он не представился, прозвучал по телефону, попросили меня. Можно ли узнать, есть ли у вас лично какой-нибудь бизнес? Нет, у меня нет никакого бизнеса в Абхазии, хотя я долго этим занимался. Я являюсь совладельцем небольшой компании в Москве. На дивиденды этой компании я продолжаю жить. Но моя жизнь немножко, в смысле, облегчилась с моей супругой в финансовом положении, потому что мои сыновья стали зарабатывать больше, чем они зарабатывают. И они, кстати, не здесь, один здесь, а другой в Москве. Спасибо за ответ. И следующий вопрос. Артур Артемович, какие мероприятия планируется реализовывать в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию до 2017 года? Я как бы вам уже сказал, частично. На 3 года это примерно 10 миллиардов рублей. Но надо принимать во внимание, что Российская Федерация тоже достаточно внешнее давление испытывает. И существуют небольшие формальности, которые как бы стали для нас немножко проблемными. Они не носят никакой принципиальный характер. И думаю, что мы до конца года, в смысле, начнем притворять в жизнь те планы, которые мы имеем. И я недавно встречался
с вице-премьером господином Хлопониным, он нам еще раз твердо обещал, что деньги, которые не будут в этом году освоены, будут перенесены на будущий год. Я уже вам говорил, не хочу повторять, это на самом деле инфраструктурные проекты в основном. Но все-таки назовите. Ну, скажем, дорога Сухум-Чимчира, очистные сооружения в Гаграх, их там, в Гаграх, в смысле, энергетику, там много работы достаточно, и в городе Сухуми. То же самое, это вот все, что касается дорог, подготовить, там на класс трубы, проводить водопроводы и так далее. С тем, чтобы через год мы могли бы уже приводить ее в порядок, то есть асфальт, чтобы можно было положить. Да, помните, раньше говорили, Сухумские улицы надо перевести змейка, чтобы открывать и закрывать. Сейчас мы не хотим змейки делать. Спасибо. В Министерстве экономики создана рабочая группа, которая будет заниматься отбором проектов в инвестпрограмму. Занимается. Ну да, уже занимается, да. Уже что-то отобрано. Скажите, да. Какие критерии отбора? Кто попадает в это число? Эффективность. И, как может быть понятна эффективность, если это все еще на бумаге? Эффективность, пишется бизнес-план и считается. Кроме этого, в смысле, занятость, эти люди занимались бизнесом, есть у них опыт управления бизнесом, и они делятся на две категории. Одна это 1,2 миллиарда, которые в Москве, в смысле, выделяются через агентство. И вторая это из наших собственных средств, это примерно 200 миллионов рублей. Есть особенности, на самом деле, это длинные деньги, особенно московские деньги, это 10 лет, это совинвестирование, то есть тебе дают кредит, и ты должен 10% своих денег вложить, показать свою состоятельность. Вот. И это на 10 лет, в смысле, под маленький процент. 200 миллионов – это наши средства, и там тоже, если это сельскохозяйственные, особенности, я хочу сказать, если это сельскохозяйственный проект, это 6% годовых, не сельскохозяйственный – 10%. Думаю, что вы тоже прекрасно разбираетесь в процентах. Это на самом деле очень либеральные проценты, и это как раз та сторона, которая, в смысле, поможет создать реальный сектор экономики, то есть расширить реальный сектор экономики. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сейчас ведется работа над бюджетом следующего года. Да. Какие основные источники пополнения дохода? Сейчас я вам скажу, из чего мы исходим. Да? Ну, я уже говорил, государство, в смысле, должно уметь собирать налоги, при этом она не должна, как бы, как в кавычках, кошмарить бизнес, и чтобы он мог развиваться, надо к нему создать те условия, когда он развивается. Да? Я вам приведу несколько цифр, и вы поймете, какие решения мы приняли. На самом деле на будущий год у нас совокупный продукт, который мы будем производить, валовый совокупный продукт, будет больше, чем 80 миллиардов рублей. А если оставить бюджет, как он сейчас есть, он увеличится, ну, это будет от общей суммы составлять примерно 5,5%. Я приведу вам пример, что от совокупного валового продукта в развитых странах это составляет примерно 30%, а в развивающих странах 15%. Мы хотим увеличить поступление денег и какие законы мы хотим принять. Мы там несколько вопросов решаем. Это мы вводим НДС на ввозимый товар. Причем НДС нам позволит решить еще одну важную для нас задачу, потому что НДС наши производители платят, а импортеры не платят. То есть поставить их в равные условия. Почему именно сейчас равные условия? Потому что открылись хорошие перспективы российского рынка. И хочу вам как бы привести еще одну цифру, чтобы вы понимали, это не голословно. Мы сейчас почти в разы, в несколько раз
думаем увеличить экспорт нашей продукции в России, то, что здесь производится. Мы еще в дополнение к этому закону должны обязательно принять о валютном регулировании. И еще один закон, в котором, в смысле, закон, который нам позволит, в смысле, ввести, чтобы бизнес у нас стал более открытым. Я вам пример приведу, вы поймете. Скажем, есть какая-то площадь, если это, по всем параметрам должно ООО иметь, то ее делят там на 3-4 и практически не платят налоги. То есть это мы хотим, чтобы, и причем вот эти ставки не рассматривались, в смысле, в течение длительного периода, 6 или 7 лет. Надо их поменять. Это на первом этапе, а дальше мы планируем, чтобы вывести еще заработную плату, в смысле, как говорится, там, по-разному говорят, в серую, вывести ее в белую, то мы на самом деле налоги на заработную плату, и чем больше будет, в смысле, показываться заработная плата, тем меньше будет налог. И ряд других законов, которые мы собираемся принять для того, чтобы осветить всю нашу экономику. Это главнейшее для нас. Ее можно свести к простой вопрос. Это усиление администрирования по управлению налогами и так далее. Да? Спасибо. Каковы предварительные итоги оптимизации штатной численности органов государственного управления? Я не назвал вам цифры, извините. Мы примерно на 3,4 планируем увеличить будущий год по сравнению с нынешним. Спасибо. Вот эти мероприятия мы надеемся, что нам даст. А теперь по численности. Это тоже очень важный момент. Есть ли уже предварительные итоги, конечно, и какие они? Да. На самом деле, первое, что надо навести порядок вообще во всей статистике, да. Например, работающие в селе нигде не учитываются, да. И здесь надо разработать необходимые поступления информации, чтобы мы понимали, чем он занимается, этот человек и так далее. Но это такой длительный процесс. Он, кстати, будет связан в том числе и с переписью, с государственной переписью. А те, кто работает и платят, я говорю, те, кто работает и платят налоги, конечно же, мы сокращаем по указу на 15%. Думаю, что это не предел. И кроме того, что мы сокращаем, их надо обучать. И там длительный процесс, в смысле, чтобы они имели возможность, в смысле, переквалифицировать. Не просто, чтобы они ушли с работы, переквалифицировать. Такую работу мы ведем, и она полезна. Скажите, пожалуйста, вот недавно группа граждан обращалась, молодых граждан, 12 человек обращались с вопросом помочь с жильем. Скажите, пожалуйста, что в результате произошло? Оказали ли вы помощь какую-то, в какую-то программу их пригласили поучаствовать, или как это все произошло? В Абхазии существует множество целевых программ. Да? В этом году президент поставил задачу, чтобы программы были увеличены, и одна из этих программ – это программа для молодых семей по обеспечению их жильем. Но тут вопрос немножко другой был. Эти люди там заняли квартиры, в смысле, в знак протеста. Я приехал, мы с ними переговорили, они там подумали, через некоторое время вышли, потом были у меня, и там их, по-моему, немножко больше, не 12, а 14, как они мне сказали. Мы обязательно я занимаюсь этим вопросом, мы доведем его до логического конца, чтобы они могли быть обеспечены. Это будет как раз начало выполнения, то, что мы говорим, программы для молодых семей. Там что дальше эта программа предполагает?
Вы знаете, в этом году мы все же хотим, есть еще одна программа, которая для нас в социальном плане, я думаю, что достаточно важна, это обеспечение людей в погонах, которые уходят, в смысле, заканчивают службу. Им тоже надо помогать с жильем, у кого его нету, или выделить им земельные участки, помочь. И это такая программа тоже у нас. Мы еще не все критерии описали, и как мы будем это рассматривать, мы до конца года этот вопрос обязательно рассмотрим. У нас в плане Артур Артемович. Это примерно 50 миллионов рублей. Ага, вот то, что мы выделяем, да. Это не такие большие деньги, но лиха беда начала. Спасибо. Артур Артемович, известно, что некоторые министерства и ведомства имеют долги перед юридическими и физическими лицами, и не только в нашей стране, но и за рубежом. Вот, например, медицинский отдел здравоохранения нашего, Министерства здравоохранения или строительные какие-то компании. Скажите, как обстоят с этим дела, выплачиваются ли долги и какова задолженность? Хочу сказать то, что касается медицинских, люди пролечились, и мы это все включим в бюджет, мы проплатим, с долгами мы обязательно рассчитаемся, но существуют долги, как вы сказали, внешне, это железнодорожный долг достаточно серьезный для нас. Мы обратились к российской, в смысле, к Министерству финансов Российской Федерации с просьбой, в смысле, как-то с нами в этом плане договориться и оказать нам содействие, или же в конце концов реструктуризировать его, чтобы было растянутые сроки. Мы в этом году уже, если мне память не изменяет, 80 миллионов уже начали выплачивать. Но еще существуют внутренние долги, то, что вы сказали, перед строительными организациями и перед другими, в смысле, организациями, это составляет примерно 800 миллионов. Здесь тоже мы стали выплачивать, например, крестьянам, которыми я лично занимался, и мы пытаемся решить те проблемы, которые перед ними стояли, часть каких-то денег, хотя, я повторяю, уже выплачено. На самом деле это достаточно большое бремя для нашего такого неокрепшего или слабого бюджета, но мы сделаем все, чтобы можно было эти вопросы решать. А так вообще известна конкретная сумма долга? Если... примерно около 800 миллионов. Час мы заплатили где-то в районе 80 миллионов, 70, я сейчас точно цифру не могу сказать, по разным источникам мы заплатили примерно такую сумму. На самом деле 800 миллионов тоже для нас очень большая цифра. Для меня это неожиданная была цифра. Я только узнал, когда когда стали приходить строители, в основном говорят, вы нам должны деньги. Скажите, а будет правительство убеждать Россию, списать какие-то долги в связи с тем, что руководство железной дороги это государственное, это не железная дорога, мы должны не железной дороги, это государственный долг. Конечно, мы как раз по этому поводу я и обращался. И надеемся, что получим понимание. Вот такой вопрос. Каково ваше мнение по вопросу о возможной легализации продажи недвижимости иностранным гражданам? Тоже острый вопрос, который обсуждается. Да, это достаточно, сложный вопрос. На мой взгляд, в итоге мы придем к тому, что граждане, не резиденты, будут покупать. Здесь надо определить, где они должны покупать. Землю никто не покупает, речь идет о недвижимости. То есть только квартиры и дома? Да, земля не имеет, земля у нас не продается, это не в собственности. Хочу сказать, что это, конечно же, оживит весь рынок недвижимости. И те проблемы, о которых мы... На сегодняшний день, на самом деле, наша недвижимость, некоторая наша недвижимость стоит больше, чем сочинская, и больших, желающих приехать купить тут нет. Но к этому вопросу надо подойти очень серьезно, потому что во всем мире это существует, и она дает, свой положительный эффект. Я еще раз повторяю, это может быть квоты какие-то установлены, еще что-то.
Но думаю, что это, наверное, произойдет не сейчас, наверное, попозже, на мой взгляд. Спасибо. Артур Артемович, многие оценили бы вот вашу карьеру как весьма успешную. Можете ли вы сказать, что вы довольны тем, чего достигли? Вы знаете, вопрос не в должности, которую ты занимаешь, вопрос того, что ты сделал в итоге. На самом деле у нас достаточно сложный вопрос. Мы проводим реформы в очень сложных условиях, тогда, когда доллар укрепился, рубль в смысле, наоборот, курс его упал. В условиях, когда наши партнеры, я имею в виду Российская Федерация, не может нам в полной мере оказывать ту помощь, которую она до этого оказывала. И вместе с тем, я надеюсь, в смысле, на понимание, в смысле, не только в исполнительной власти, но и вообще во власти, законодательной, ее части в других ветвей власти. И главное, получим поддержку людей для того, чтобы эти реформы, то, что вот мы с вами сказали, то мы коснулись не всех реформ. На самом деле о реформах можно провести отдельный круглый стол и там рассказать. Там большие, в смысле, достаточно сложные проблемы, которые надо решать. И перераспределить надо, чтобы все платили как бы налоги, это одна. И все имели одинаковый доступ к информации, возможности заниматься тем или иным бизнесом. И самый сложный вопрос, который мы сейчас с вами обсуждаем, то, что отсутствие российских денег, на мой взгляд, не снизило безработицу. И это вызывает очень серьезную, как бы, нашу серьезную заботу. Мы пытаемся, как бы, это найти какие-то амортизационные вещи, но достаточно сложно, потому что для нас тоже это несколько неожиданно. Мы все же рассчитывали, что начнет работать тут программа социально-экономического содействия, и тогда люди рабочие места у нас появятся значительно больше, чем сейчас есть. Даже 3-5 тысяч рабочих мест, это несколько тысяч, в смысле, семьи, которые могли бы обеспечены быть работой. И добавлю, мужчина, который не работает, конечно, он себя чувствует, в смысле, в обществе, в смысле, ненужным человеком. Ну, в том числе, конечно, и женщины, и другие квалифицированные работники, или неквалифицированные тоже. Вот это создает такую напряженность. Хочу сказать еще одну вещь, заканчиваю. На самом деле использовать, в смысле, вот этот фактор против действующей власти неправильно. Ничего это, конечно, в итоге не даст, потому что в мире происходят достаточно сложные процессы. Я не буду сейчас на коротком останавливаться. И на самом деле выстраивается новая экономическая модель, мировая, и мы должны выстроить такую модель, которая не на иждивенчестве строила, а на своих принципах и принципах самоокупаемости всей нашей экономики. Это сложно, но ее можно сделать. И я хочу сказать, что она быстро никак не может получиться. Поэтому, когда людей вводят в заблуждение, что завтра можно решить все эти проблемы, неправильно, их никак не решишь, потому что есть как бы законы развития, как общественного, так и экономического. Вы пытаетесь проводить реформы, реформаторы обычно не бывают очень популярны у себя. Я понимаю. Ну и, конечно же, но вместе с тем, я еще раз говорю, те реформы, которые они не могут сейчас, они покажут через несколько лет. Но хорошо, покажут. И они обязательно себя покажут. Конечно, нас ставят, и во многом, может быть, и правильно ставят эти вопросы, что там что-то не доделано здесь, но на самом деле мы работаем в совершенно других условиях. Мы работаем в условиях кризиса мирового, и который распространяется на нашего стратегического партнера и на нас. Спасибо, Артур Артемович, вам большое за беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, что ответили на наши вопросы, несмотря на всякие перипетии, которые мы сегодня испытали.
Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия. Это была завершающая передача цикла «Задай вопрос министру». Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи в эфире.